Ну что, мы вас всех приветствуем. Сегодня у нас, ну, скажем так, необычное мероприятие, которое, по-видимому, войдет уже наверное, станет постоянным в период проведения избирательной кампании. Сегодня мы будем подписывать соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой Республики Саха-Якутия и региональными отделениями политических партий в целях обеспечения наблюдения за проведением голосования при проведении выборов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, выборов глав депутатов представительных органов местного самоуправления, подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов. Но прежде мне хотелось бы представить наших гостей, кто у нас сегодня здесь присутствует. Член Президиума регионального политического совета Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Попов Василий Анатольевич, секретарь Якутского республиканского комитета коммунистической партии РФ Ирина Павловна Ушакова, координатор Якутского регионального отделения политической партии Либерально-демократической партии России Гавриил Павлович Парахин, руководитель регионального отделения политической партии «Новые люди» Василий Петрович Николаев не сможет сегодня быть, но он подъедет завтра, как предупредил. И где-то в пути находится первый секретарь комитета Якутского отделения коммунистической партии «Коммунисты России» Илья Владимир Шиндыкевич. Он с небольшим опозданием подъедет. Ну, а я просто хотел бы все-таки уточнить цель нашего подписания нашего соглашения, и затем наши коллеги тоже немножечко скажут, чтобы были тоже в курсе дела, чем мы занимались. Фактически мы занимались с марта месяца подготовкой наблюдателей. И как обстоит эта работа. Как мы будем работать здесь, в Центре общественного наблюдения, который у нас откроется. Ну, сегодня мы проводим тоже, совмещаем открытие центра в связи с тем, что у нас такое большое представительное собрание гостей. И расскажем о том, как мы будем работать 8, 9, 10 сентября этого года. Надеемся, что мы все в одной лодке, все в одной связке, поскольку перед нами всеми стоит одна общая задача, общая цель, которую нам необходимо будет достигнуть. Итак, предметом нашего соглашения сегодня будет установление партнерских отношений, объединение усилий Общественной палаты, региональных отделений политических партий, содействие реализации прав граждан на участие в наблюдении при проведении выборов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Ну и в соответствии с требованиями действующего законодательства для того, чтобы выборы, которые проводятся у нас в республике, прошли открыто, честно, легитимно и законно. Отдельные моменты соглашения, я думаю, что за 2 дня вы смогли изучить, ознакомиться с ними, мы вам направляли их, поэтому вы здесь у нас присутствуете и готовы подписывать это соглашение. Вопросов каких-либо или исправлений этого соглашения к нам не поступало. Поэтому первое слово я хочу предоставить Альбине Прокопьевне Черепановой. Альбина Прокопьевна уже 2001 года, как новый состав был избран Общественной палатой. С 2021 года и в прошлом году она и в этом году является руководителем Центра общественного наблюдения при Общественной палате. Я всех приветствую. Так приятно видеть родные лица, с кем мы работаем уже не первый год, действительно, да. Опыт у нас огромный. На самом деле, в 2021 году организовали такое же видеонаблюдение, такой же у нас был большой... На 6-м этаже. Да, на 6-м этаже был большой зал, где мы имели возможность вообще работать с общественными организациями, с партиями политическими, вообще с отдельными гражданами, поэтому все опыт хорошо имеют. У нас на сей раз созданы такие группы. Первая, очень конкретные, четкие группы. Экспертная группа, Наталья Альбертовна Кашперская. У нее группа 13 человек. И мы полагаем, что вот в эти дни экспертиза вообще всех данных, всех событий, вообще в целом состояние общества в этот день, да, состояние избирателей освещено, будет обозначена и сделана экспертиза. У нас есть группа юридическая, возглавляет эту группу Чуйский Сергей Августович.
тоже человек очень опытный, знающий. Группа даже 15 человек, там в группе есть юристы, наши опытные члены общественной палаты. И тоже любой вопрос, который возникает у наших избирателей, у наших наблюдателей, просто у людей, могут прийти, обратиться, у нас будет горячая линия работать, позвонить, спросить, если есть необходимость, мы формируем мобильную группу и тут же на место выезжаем. Так было и в 2021 году, очень легко, свободно. И всегда мы понимаем, что звонят одно, объясняют, на место приезжаем, объясняем другая ситуация. Это очень хороший действенный инструмент для того, чтобы выявить ситуацию. Кроме того, у нас 66 членов общественной палаты, многие из них, конечно, находятся в районах, работают, ну, не многие, но очень многие все-таки, да. И поэтому у нас здесь будет делиться тех, кто живет в городе, кто рядом находится, постоянно здесь будут находиться люди. Будет работать горячая линия, которая позволит четко обозначить ту или иную ситуацию. Вы видите, что у нас стоят ноутбуки. У нас вот здесь идет монтаж, мы еще не успели пока еще закончить. Монтаж идет оборудование. Это видеостена, которая позволит в последний день, это особенно важно, наблюдать, как подводятся итоги всего голосования. Все итоги. Эти ноутбуки будут доступны опять также всем партиям, всем общественным организациям, кто пожелает прийти сюда с нами и с нами поработать. Поэтому я вас поздравляю с началом нашей работы, уже работа подготовительной. Начало у нас будет в 6 часов утра, потому что наш Восток начинает раньше, вообще с 8 часов. Начнется работа здесь. Пожалуйста, обращайтесь, приходите, звоните и сотрудничайте с нами вместе в это очень важные дни компании. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Так, сейчас слово хотелось бы предоставить члену Общественной палаты России, Российской Федерации Наталье Альбертовне Кашперской, руководить экспертной группой. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, как Альбина Прокопьевна уже сказала, члены Общественной палаты вообще люди вне политики. То есть мы имеем особый статус, мы приостановили свое членство в различных партиях, в которых, естественно, были, да, и сейчас наша задача немного иная. Она как бы надпартийная, мы должны как бы следить и соблюдать за всеми регламентами. Вот с этой целью мы сформировали очень уважаемый состав членов Общественной палаты Республики Саха-Якутия, и в течение 3 дней, 8, 9 и 10, вплоть до 12 часов ночи, эти эксперты будут работать. Я просто назову фамилии некоторых из них, и вы поймете, насколько эти люди располагают экспертным мнением, и на их мнение ориентированы население нашей республики. Это Валентина Ивановна Кириллина, это Надежда Михайловна Зайкова, это Анатолий Дмитриевич Бравин, это Жирготова Вера Егорова, Сергей Егорович Анисимов, Ефремова Лена Павловна, Соловьев Дмитрий Иванович, Мафусалова Августа Дмитриевна, Винокурова Ульяна Алексеевна, Чукавина Наталья Николаевна, Малышева Нинель Васильевна и Яковлев Айтал Игоревич. То есть все эти люди знают, имеют свою определенную позицию и, конечно, ориентированы на общую задачу, которая нам поставлена Общественной палатой. Мы наблюдаем, мы смотрим, мы формируем свое экспертное мнение и сообщаем его в эфирах. Вот. Причем мы сделали очень такой гибкий график. То есть постоянно здесь будет организовано, вот на этой площадке будет организовано дежурство этих людей. Вот. Мы готовим посты, мы их публикуем. И кроме этого, связь с Общественной палатой Российской Федерации также предусмотрена. Вот буквально уже 8 числа в 10 часов по Москве, у нас 16 часов, соответственно, я уже буду на одном из избирательных участках, мы определимся, видимо, на каком, и оттуда уже будет через Zoom прямое включение, и мы расскажем о том, как у нас в республике обстоят дела. Вот, если есть вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Завтра планируем сбор экспертов провести, для того, чтобы уже уточнить задачи, для того, чтобы распределиться, внести изменения в график, если таковые предложения будут. Спасибо. Спасибо. Хорошо, сейчас слово Сергею Августовичу, он руководитель юридической группы, председатель комиссии по развитию села, агропромышленного комплекса и местному самоуправлению. Наблюдателями, преподавателями в курс дела вошел только в этом году, но, конечно, опыт нашей общественной палаты уже имеется.
вот сейчас тут вам пригласили. Поэтому мы, конечно, как говорится, на готовую почву в какой-то мере. Но тем не менее, знаем, что будут какие-то все равно претензии, там, проблемы однозначно, но юридическая группа должна оперативно реагировать на это. Поэтому будет организовано дежурство здесь оперативное, и будут привлечены сотрудники уполномоченного по правам человека Арданы Михайловны Гурьевой. Вот, они тоже будут работать вместе с нами. Вот, привлечены юристы, ну и наши члены общественной палаты, которые имеют юридическое образование. Вот. Ну, мы надеемся, что эти выборы, ну как и вот последние, ряд последних выборов пройдут без таких шумных таких проблем, которые вот иногда вот раньше бывали. Вот. Ну, это, конечно, я думаю, тоже заслуга, может быть, наших наблюдателей, которые обеспечивают законность, наблюдают за процессом выборов, за подсчетом, за подведением итогов и так далее, за голосованием. Поэтому, думаю, в этом году тоже мы будем в таком же, как говорится, так же будем работать, как и прежде. Вот. Ну, если есть вопросы, пожалуйста. Все, большое спасибо.